Владислав Вениаминович, мы сегодня участвуем в форуме, 12-й научно-образовательный региональный форум дерматологов. Какое у вас впечатление? В сегодняшнем форуме выступали многие специалисты, ваши коллеги, разные проблемы говорили. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, вы знаете, я уже участвую, наверное, на данных форумах с 3-го форума, поэтому, как всегда, организация форумов, она очень на высшем уровне, очень все доступно. И отрадно то, что именно практические врачи, они делятся опытом в лечении дерматозов кожи. И мне все очень нравится. Ну мы, значит, связаны все-таки немножко с дерматологией, с кожными заболеваниями. Хотелось бы узнать, какие проблемы в Казахстане насчет микозов, проблемы по литературным данным. Мы сталкиваемся с такими вопросами, что в Казахстане тоже каждый 5-й человек может страдать такими заболеваниями кожными. Как обстоят дела в Казахстане насчет этого? Вы знаете, я смотрел сегодня доклады, слушал замглавврача Жамбульского УКВД, потом презентация была Павлодарского доктора. Везде, во всех регионах все равно отмечается рост грибковых поражений кожи. Рост. Да, потому что не могу сказать, с чем это связано. Но отмечается рост. И поэтому на сегодняшний день потребность в лекарственных препаратах, в новых лекарственных препаратах, она все равно будет расти. Почему? Потому что рост отмечается. Вы знаете, мы были на конгрессе в Санкт-Петербурге, там практически доктора редко встречаются с грибковыми поражениями кожи. Может быть, потому что там больше все-таки городской тип. Мы это все равно живем здесь, в Казахстане, и у нас, наверное, больше все-таки есть и, сельское хозяйство, и у каждого в подворье есть, допустим, там кошка, собака, это точно, но еще есть и крупный, и мелкий рогатый скот. Возможно, это с этим связано, что отмечается какой-то рост, наверное, так. Но не все же заболевания эти кожные передаются через животных. Конечно, Да, но мы же сейчас говорим только о грибковых поражениях кожи, да. А в целом, видите, в любом случае сейчас и уровень жизни другой, и генно-модифицированных продуктов питания очень много, то есть и аллергические заболевания отмечают большой рост, грибковые поражения кожи, различные какие-то непонятные аллергические проявления, в том числе не только на коже, но и на слизистых, допустим, аллергологического профиля тоже отмечается рост. Скорее всего, связано с урбанизацией, наверное. В любом случае, эти заболевания грибковые остаются актуальными. Конечно. В нашем мире, остаются актуальными. И хотелось бы еще узнать, сейчас много в аптеке есть противогрибковые, например, препараты мази есть, там спрей есть, и среди них насколько это эффективно? Вы знаете, такого чтобы... Вообще стандартом считается это тербинофин. И тербинофинового ряда у нас очень много препаратов, которые содержат именно молекулу тербинофина. Потом идут и тарканазолы тоже в виде наружного применения. Поэтому они все идут в основном на кремовой основе. Спрей в основном это тоже тербинофин. Изоконазолы, скорее всего, спреев. Я что-то сейчас сразу на памяти не приходит. Может быть и есть. Мазевых структур, молекул, основ практически нет. Есть я еще хотела спросить, вы в своей практике рекомендовали своим больным, использовали розофунгин. Сегодня в докладе говорила госпожа Ли о своем докладе в сравнении с терфалином, да? Доклад был очень такой информативный. А вы тоже имеете в своей практике применение розофунгина. Что вы хотели бы сказать насчет розофунгина? Знаете, отрадно то, что это препарат казахстанского производства, что наша, будем так говорить,
промышленность, в частности, вот медицинское направление, оно развивается. И это очень отрадно. То, что мы можем, допустим, сказать, что это отечественного производства, да, и это очень отрадно. Почему? Потому что как бы что наша наука, она тоже движется, что мы тоже можем завтра, возможно, выйти на более широкий рынок, и поэтому как бы мне только очень приятно, что у нас в Казахстане появился вот такой вот препарат. Ну, в своей практике я использую. Я уже, в принципе, достаточно давно использую этот препарат. И при грибковых поражениях он очень хорошо помогает. Даже однократное применение, хотя вот в инструкции написано 2 раза, даже однократное применение дает положительные результаты. Ну, и у вас, может быть, какие-то пожелания есть разработчикам? Что вы рекомендовали? Или пожелания, скорее всего? Вы знаете, пожелания, я думаю, наверное, не надо останавливаться только на вот розифунгине. Знаете, мы уже выезжаем тоже в соседнюю страну, в Узбекистан, например. Там у них очень много космецевтических препаратов, продуктов, которые отечественного производства. И поэтому мне бы, наверное, хотелось бы разработчикам, в частности, вот вам, пожелать, чтобы вы могли разрабатывать, наверное, какие-то еще косметические препараты в виде кремов, в виде эмолентов, которые бы могли бы тоже рекомендовать нашим пациентам. И я думаю, что, наверное, и по цене бы они были бы как бы доступны для наших жителей, нежели, допустим, импортного производства. Конечно, потому что, ну, хотя, наверное, может быть, и сырье закупается это все равно как бы за границей, но тем не менее, наверное, все равно это было бы доступнее, чем, допустим, какие-то европейские бренды или же американские. Спасибо вам большое. Я вам желаю успехов в вашем легком труде, поменьше пациентов, конечно, побольше зарплаты. Все хорошо, спасибо вам большое, мне тоже было очень приятно.